О самых заметных событиях среды вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Новые маршрутные сети. Мэр Якутска Евгений Григорьев подвел итоги года на пресс-конференции. В столице значительно изменится автобусный маршрут. Новогодние каникулы, как правило, возрастает количество обращений в медицинские учреждения за неотложной помощью. Куда следует отправляться в случае травмы глаз, подскажем. Туризм в Якутии развивают индивидуальные предприниматели. Семья Скрябиных запустила собственный бизнес на средства гранта в рамках президентской программы «Туризм и индустрия гостеприимства». Сказочный дом открывает свои двери. В Нерюнгри открылась резиденция Деда Мороза. Какие развлечения ждут гостей Южной Якутии? 50-й снег. В Национальном художественном музее открылась выставка Иннокентия Корякина, посвященная юбилею художника. Большинство работы этого года. В преддверии Нового года торжественно вручены федеральные и республиканские госнаграды. В Доме правительства собрались те, кем заслуженно гордится республика. Это представители разных поколений и профессий. Вручены медали за храбрость, за отвагу на пожаре, медаль Луки Крымского, орден Пирогова, почетное звание Российской Федерации и Якутии, а также знаки отличия «Гражданская доблесть». Ну а высоким званием ордена республики «Полярная звезда» удостоился прокурор Якутской ССР, замгенерального прокурора России в отставке, государственный советник юстиции первого класса, заслуженный юрист России и Якутии Василий Васильевич Колмогоров. То, что я сегодня участвую в этом мероприятии, что лично глава республики наградил высшей наградой нашей республики, для меня это большая радость, что в том числе оказался и я. Самое главное, человек, когда работает, трудится, отдает все это самое, свое знание, опыт только работе, чтобы все было хорошо, и людям было хорошо. И это достоинство, по достоинству оценивается. Я не про себя говорю. Вот. Я от всех именно награжденных, будем так говорить. Это очень приятно, очень волнительно. А мэр Якутска Евгений Григорьев подвел итоги года на пресс-конференции. Журналистов пригласили в ангар МУП «Япак», ведь актуальной темой уходящего года является маршрутная система столицы. Так, в следующем году планируют начать реализацию проекта «Новые маршрутные сети». Что в него входит, разбиралась Даяна Федорова. В следующем году планируют ввести проект под названием «Новые маршрутные сети». Всего данный проект планируют реализовывать в 3 этапа в течение 3 лет. Будут введены 4 схемы движения маршрутов – магистральные, подвозные, городские и пригородные. В магистральном маршруте будут задействованы вместительные автобусы. В прошлом году приобрели 100 единиц техники, каждая вмещает до 90 пассажиров. В этом году 15 вместимостью до 123. Поступает ряд жалоб от населения по маршруту 1, потому что очень низкий коэффициент выхода техники. И руководством окружной администрации принято решение заместить их муниципальным предприятием. После январских праздников продолжим. Выйдем дополнительно еще 2 автобусами. Итого будет крутить на данном маршруте 4 автобуса. А далее планомерно продолжим и заместим полностью единицу. В ходе пресс-конференции Евгений Григорьев отметил, что в следующем году планируют присоединить автобусы МУП «Япак» на городские маршруты. Данное решение принято в связи с новой схемой движения автобусных маршрутов под номерами 16 и 1 в Якутске. Они будут двигаться по основным магистральным дорогам большим, то есть вот как Автодорожная улица, улица Дзержинского, проспект Ленина, автострада 50 лет октября. Будут предусмотрены также подвозные маршруты, которые будут перевозить людей с периферии, то есть со спальных районов до магистральных маршрутов, после чего люди спокойно могут бесплатно будут пересаживаться на тот маршрут, который им нужен будет. Одним из самых значимых событий в столице стало завершение 3-летки по благоустройству дворовых территорий. Евгений Григорьев также отметил, что изначально планировали облагородить 45 дворов многоквартирных домов, а по факту за 3 года ввели в работу 128. Здесь хочется поблагодарить Юрия Петровича Трутнева за программу «1000 дворов на Дальнем Востоке», а Арсения Сергеевича Николаева за программу «Мой двор», которую реализовали здесь в помощь 3-летке благоустройства. Поэтому здесь
все эти 3 события вылились в тот результат, что мы сделали в 3 раза больше, чем планировали. Основной задачей трехлетки следующего года стала реализация мастер-плана Якутска. Впереди улучшение общественного транспорта и инфраструктуры. Так планируют построить около 90 объектов. В него войдут школы, детские сады, больницы и спортивные объекты. Даяна Федорова, Аэлита Махно, Якутск. Главную ледовую переправу из Якутска в Нижний Бестях планируют открыть 5 января. Исходя из погодных условий и фактического состояния льда, срок может быть скорректирован. А уже сегодня открыта переправа Хатасы-Павловск. Если толщина льда позволит, то к началу следующей недели будет увеличение грузоподъемности до 20 тонн. Также в Якутии рассматривают применение искусственного интеллекта для прогнозирования паводков. Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков. Уверен, что предоставленное согласие МЧС России на доступ к данным Росгидромета по территории республики обеспечит разработку нейросетевой модели и поднимет на новый уровень систему прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций, сказал он. Отмечается, что в этом году паводки затронули 20 населенных пунктов в 9 районах Якутии. Порядка 70 домов и свыше 300 приусадебных участков оказались затоплены. Общий ущерб составил почти 360 миллионов рублей. Благотворительный фонд «Мы вместе» при поддержке штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» наградил медиков, исполняющих служебный долг в зоне специальной военной операции. Бригады врачей, куда входят хирурги, травматологи, анестезиологи, окулисты, психиатры, психологи, медбратья, медсестры, периодически отправляются в командировки в зону СВО. На местах военные врачи осматривают раненых бойцов и местных жителей. В военных госпиталях лежат раненые солдаты, как наши земляки, так и с разных уголков России. Поэтому наша помощь была распределена между всеми. Врачи принимали участие в военной сортировке, в приеме раненых. И в основном зависело это, конечно, от специализации. Хирурги работали в травматологических отделениях, психиатры работали в психиатрических отделениях, медбратья и медсестры работали в перевязочных и оказывали помощь всем, кто в ней нуждается. В новогодние каникулы, как правило, возрастает количество обращений в медицинские учреждения за неотложной помощью. Куда следует обращаться в случае травмы глаз? Ответ в сюжете Вероники Таюрской. За день через Центр неотложной офтальмологической помощи обращается порядка 80 человек. В новогодние праздники количество обращений доходит до 120. В центре врачи работают посменно. Одна смена длится стандартные 8 часов, и на нее выходит один врач и одна медсестра. Надо быть очень осторожным с этими хлопушками, с петардами, особенно с фейерверками. Все вот эти правила соблюдать безопасности, не заглядывать в погасшие, это ни в коем случае. Если позволяет, то вообще обходить их стороной. Что еще сказать-то? У нас принимаем не только с травмами, с воспалительными заболеваниями. Сейчас должны люди одеваться очень тепло, чтобы не продувало, сквозняков беречься. Дети малые, старики, все послеоперационные вот эти все люди должны как бы им поддерживать. Если в глаза попало инородное тело, глаз опух, произошел ушиб глаза, то стоит немедленно приехать в Центр неотложной офтальмологической помощи. В практике врача-офтальмолога много историй про потерю зрения при неосторожности, а также при неправильном обращении с пиротехникой. Новый год, конечно, очень часто такие случаи бывают, когда вот фейерверки смотрят все наверх, безветренная погода, и весь этот пепел летит в глаза. И в один Новый год я работал, когда дежурил. Детей 5-6 точно пришли сразу после курантов. Очень много людей было. Если удар пришелся на глаз, то необходимо приложить к нему холод. Если вы получили химический ожог, то надо сначала обильно промыть глаза, а затем поехать в Центр неотложной офтальмологической помощи. При термическом ожоге необходимо сразу же обратиться к врачу. Если опилка, так тоже промыть и снова к врачу, чтобы посмотреть. Если болгарка, то обязательно нужно к врачу, потому что иногда она встревает, можно сказать, в роговице, и это уже нужно вытаскивать. Это может только сделать врач. Правильное оказание первой помощи поможет сохранить зрение. Врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, а сразу ехать в Центр неотложной офтальмологической помощи. Адрес центра Сверлова, 18. Режим работы круглосуточно. Вероника Таюрская, Павел Пахомов, Якутск.
Авторов лучших проектов, направленных на цифровизацию и сохранение языкового, литературного и культурного наследия, наградили денежными сертификатами на их реализацию. Сертификаты получили представители организаций из Чурапчинского, Сунтарского, Амгинского, Мегино-Кангаласского районов, а также из столицы республики. Кроме этого, на торжественном мероприятии презентовали реализованные проекты госпрограммы по сохранению и развитию государственных и официальных языков в Якутии. Отметим, на сегодняшний день по плану госпрограммы внедряются проекты по исследованию функционирования языков и иные научно-исследовательские работы, создают приложения, игры, а также анимационные фильмы. Это новый формат, на самом деле, новый формат заслушивания отчетов разработчиков, исполнителей тех или иных проектов о том, какие проекты они в течение года подготовили, какие проекты реализовали, какие цели есть у них на предстоящий период. И сейчас более 50 проектов по итогам текущего года уже разработаны. И ни в коем случае они не завершатся текущим годом, они будут исполняться и в последующие годы. В Якутске на торжественном собрании президиума отметили 30 лет Академии наук республики. 20 декабря 1923 года по указу первого президента Михаила Николаева образовалась Академия наук. И сегодня подвели итоги 30-летнего развития учреждения. Более 20 академикам вручили нагрудные знаки за заслуги в развитии Академии. Начиная с 2018 года Академия вступила в программу «Комплексное научное исследование». Отметим, что учреждение в Якутии стало 4-й национальной академией наряду с Республикой Башкортостан, Татарстаном и Чечней, которые решают в первую очередь свои региональные научные задачи. Мы, начиная с 1996 года, издаем свой журнал научный «Проблемы Арктики и Субарктики», который имеет высокий научный рейтинг. Перспективы также Академии наук, значит, связаны с развитием будут КНИ, значит, общественного заказа и научно-образовательного центра «Устойчивый Север». И, надеюсь, мы справимся со всеми поставленными задачами, которые ставит перед нами учредитель, глава республики и правительство. Также республика продолжает активную подготовку к международным играм «Дети Азии» в Якутске. Ожидается участие свыше 3000 спортсменов, в том числе более 1300 представителей зарубежных стран. В масштабном мероприятии задействуют 1900 волонтеров по 20 направлениям. На соревнованиях будут работать 770 судей, среди которых 460 иногородних специалистов. По 24 видам спорта разыграют 224 комплекта медалей. На церемонию открытия игр планируют привлечь 4000 человек, в том числе 1800 детей от 9 до 16 лет и более 2000 взрослых со всех уголков республики. Осенью этого года прошел отбор творческих коллективов из районов. Ну а туризм в Якутии развивают индивидуальные предприниматели. Семья Скрябиных запустила собственный бизнес на средства гранта, выделяемого в рамках президентской программы «Туризм и индустрия гостеприимства». Выиграв сумму в размере 1 650 000 рублей, они намерены приложить все силы, чтобы развить семейное дело. Подробности в сюжете Марины Захаровой. В Якутии широкий спектр услуг по организации досуга на свежем воздухе. Однако, несмотря на работу и открытие новых туристических баз, якутяне все чаще отдают предпочтение отдыху на дикой природе. Чтобы он прошел со всеми удобствами, людям нужны палатки, печки в зимнее время, удочки и иные снасти. На помощь в таком случае приходит круглогодичный прокат снаряжения, чем и занимается семья Скрябиных, выигравших грант на развитие своего бизнеса. Данная программа у меня для расширения, так как мы давно работаем. Поэтому будет много интересных разнообразий снаряжений. Сейчас на стадии закупки палатки, все снаряжения, мебель, лодки, все, абсолютно все. Данный бизнес у семьи не единственный, они также открыли свое ателье. Один из 3 филиалов специализируется на тяжелых материалах, и в его обязанности входит также пошив палаток и портативных гаражей, которые можно будет взять в аренду. Ателье наше тоже помогает этому бизнесу, именно по прокату, да. Мы шьем различные палатки, авточехлы для машин. Скоро будем, как Иван говорил, да, в якутском стиле все делать и сдавать это все в прокат.
В дальнейших планах у семьи Скрябиных открытие магазина туристических товаров, так как они видят, что спрос на них в республике растет. Как отметил президент России Владимир Путин, Якутия обладает большим потенциалом для привлечения туристов благодаря своей уникальной природе. Действительно, в прошлом году общий туристический поток составил более 237 тысяч человек, что является рекордным показателем. Марина Захарова, Иван Сорокаумов, Якутск. Завершается череда мероприятий к столетию образования Народного комиссариата торговли и промышленности Якутской ССР. В постпредстве республики в Москве поздравили со знаменательной юбилейной датой ветеранов системы государственной торговли и общепита Якутии, проживающих в Центральном регионе. К столетию Наркомата торговли и промышленности СССР готовится к изданию памятная книга. Проведена научно-практическая конференция «Торговля Якутии». Вчера, сегодня, завтра. Конкурсы профессионального мастерства. Действительно, очень много мероприятий проведено в течение этого года. А вот заключительный час в Москве и в городе Якутске решили. Проживает у нас в европейской части России. Это более 100 человек, которые работали в системе государственной торговли в разных должностях, начиная с заместителя министра торговли, министра торговли Якутской ССР, ну и директора торгов, перестоловых ресторанов. В общем, в свое время они действительно трудились десятками лет вот, во благо нашей республики. В Якутске тем временем столетие Наркомата торговли отметили на торжественном мероприятии. В целом юбилей отмечали в течение этого года. Так, на базе Якутского технологического техникума сервиса откроется музей «История торговли». И сегодня вручили госнаграды лучшим предпринимателям, ветеранам сферы торговли. Отметим, что торговля – это одна из крупных отраслей нашей республики. Это основа малого и среднего предпринимательства. На данный момент практически 70% предпринимателей Якутии трудятся в сфере торговли. Сегодня торговля по-настоящему является очень большим и, наверное, системообразующим звеном в бюджете и нашей республики, в бюджете муниципальных образований. Поэтому мы всячески будем и дальше поддерживать наши предприятия торговли для того, чтобы на полках и в магазинах нашей республики были все необходимые товары, как и продовольственные, так и непродовольственные. Потому что это является, наверное, самым важным фактором для нашего населения, чтобы они жили в комфорте и в благополучии. Администрация Ленского района дала старт благотворительной акции «Елка добра» в поддержку детей мобилизованных, находящихся в зоне спецоперации. В этом году акция проводится во второй раз. Принимают участие руководители учреждений и предприятий города. Подробности у Светланы Балеевой. Акция проходила в районной администрации. «Елка добра» была установлена в актовом зале. На 3-метровой зеленой красавице вместе с игрушками конверты. В каждом фамилия и имя ребенка, пожелание которого предстоит выполнить. В том году мы, получается, собирали пожелания детей. Нынче мы, получается, уже от себя лично, например, кто кому хочет что подарить, например, по спискам. Школьникам мы постараемся в школе подарить. Сегодня также мы учли тех детей, которые нынче у нас родились. Это, получается, есть и груднички. Мы отработали центральной районной больницей, чтобы, например, никого нынче не забыть, чтобы всем нашим детям достались подарки. А выполнять новогодние желания детей предстоит руководителям учреждений и предприятий города, предпринимателям и депутатам. Во время акции многие из них находились в зале. Они по очереди подходили к новогодней еле и снимали письма. Первым к «Елке добра» вышел глава района Александр Черепанов. Он снял 3 конверта с фамилиями детей. Ему предстоит исполнить желание 2 ребят-дошкольников и 1 школьника. У нас порядка больше 180 детей. Необходимо поддержать их в это трудное время. Я всегда считаю, что наш район, Ленская земля, полна отзывчивыми, добрыми людьми. Действительно, так и есть. Всех хочу поблагодарить и продолжить участие. Все приглашенные снимали по несколько писем. Были и такие, у кого оказывалась их целая стопка. Начальник районного управления образования взяла 24 письма. Все они будут переданы руководителям школ и детских садов, которые изъявили желание принять участие в акции, но не смогли присутствовать на торжественной части. Мы никого не забудем, мы всех обязательно должны поздравить. Ну, это самое маленькое, что сегодня мы можем сделать, потому что, сами понимаете, чтобы нашим детям было приятно, нашим братьям, отцам, которые там находятся, чтобы тоже было приятно, что о них думают, об их детях в первую очередь, об их семьях в первую очередь думают.
Елена Олейник, руководитель центра «Мои документы», тоже стала одной из участниц «Елки добра». Девушка рассказала, что к выбору подарка нужно подойти очень ответственно. В первую очередь, чтобы подарок пришелся по душе, узнать об интересах ребенка. Этим она и займется уже сегодня. Участвуя в этой акции, я взяла с елочки конвертик, где указано, что подарок я подарю Ксении, которая учится в 3-й школе. И я буду рада исполнить ее желание. Очень надеюсь, что она будет немножечко счастливее от того, что в Новый год исполнится ее мечта, возможно. Каждый ребенок верит в сказку и новогоднее чудо. Дело взрослых – сохранить эти впечатления у детей как можно дольше. И эта задача сегодня стоит перед участниками акции. Все подарки будут вручены адресатам до 31 декабря. Светлана Болева, Виталий Андреев, Ленск. Сказочный дом открывает свои двери. В Нерюнгри открылась резиденция Деда Мороза. Для посетителей это не только атмосферная экскурсия, но и увлекательные мастер-классы, зажигательные танцы и, конечно же, новогодние подарки. Подробности в сюжете. Конечно, это небольшой двухэтажный терем Деда Мороза в Великом Устюге, а всего лишь небольшой теремок, где расположена резиденция Деда Мороза в Нерюнгри. И само здание, оно напоминает не обычный дом, а какое-то сказочное жилище. Увлекательная экскурсия в резиденцию Деда Мороза начинается прямо у входа. Здесь гостей встречают сказочные персонажи. Познакомившись, приглашают хозяина праздника и его помощниц. Дед Мороз! Дед Мороз! Для детей это не просто экскурсия, это целый праздник, организованный таким образом, чтобы каждый ребенок чувствовал себя счастливым. На протяжении всего года мы стараемся их привлечь к себе и приглашаем на разные мероприятия, чтобы их социализировать независимо от разной нации. И с собой везде их ознакомливаем с обрядами, с культурными наследиями наших общин. И стараемся, чтобы дети эти чувствовали внимание от нас. В резиденции Деда Мороза нашлось время для развлечений и серьезных дел. Все гости приняли участие в мастер-классе по изготовлению елочных украшений. Программу продолжили фотосессии, игры и зажигательные танцы. Мне понравилось то, что сегодня мы встретили много сюрпризов. Мы встретили Снегурочку, мы встретили Деда Мороза. То, что мне все понравилось, то, что нам сделали сюрприз небольшой. Сегодня было очень весело, круто. Мне понравился воздушный шар, в котором мы фотографировались. Мне понравились люди, которые играли персонажей. И мне очень сильно понравился Снеговик и Карамелька. Вот. Мне понравилось, как мы фотографировались в шарах, подарки, Дед Мороз, Снегурочка и все остальные. После игры танцев ребята пообщались с Дедом Морозом. Рассказали ему стихи, поделились успехами и, конечно, получили сладкие подарки. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ученые обнаружили в Чурапчинском районе древние артефакты и останки животных, предположительно эпохи раннего плейстоцена, неогена. Об этом сообщил доктор биологических наук Альберт Протопопов. Так, в Чурапчинском районе найдена стоянка палеолитического человека, возраст примерно свыше 30 тысяч лет. Найдены артефакты, которые соответствуют этой археологической культуре. Обнаружено большое количество костей мамонта, которые носят следы воздействия человека. Кроме них найдены кости неизвестных животных эпохи плейстоцена, неогена, рассказал ученый, добавив, что кости сильно разрушены. Место находки вошло в перечень приоритетных пунктов, где будут проводиться раскопки. 50-й снег. В Национальном художественном музее открылась выставка Иннокентия Корякина, посвященная юбилею художника. На выставке представлено 50 картин, половина из них работы этого года. Подробнее о картинах расскажет Марферина Алексеева. Иннокентий Корякин – художник-живописец родом из Татинского Улуса. Продолжает династию художников. Его отец Иннокентий Корякин – известный живописец, один из авторов иллюстрации Олонхо «Ниргун Ботур Стремительный». Иннокентий Иннокентьевич органично воспринял наследие отца и стал продолжателем его дела. Однако у художника есть узнаваемый авторский стиль. Его искусство, оно очень светлое, доброе, поэтому, наверное,
его очень любят жители Якутии. Современное искусство Якутии, оно базируется на национальных истоках. И характерным примером является творчество Иннокентия Корякина, когда современный молодой живописец обращается к преданиям, к народному фольклору, переосмысливает и изображает героев на своих холстах. Герои произведений Иннокентия Корякина – самобытные колоритные персонажи, вызывающие улыбку, посвященные темам старинного уклада саха и связанным с традиционным укладом якутской деревни. Я люблю больше прошлый век показать. 17-й, 18 век, да? Вот когда именно вот этой цивилизации не было такой современности. Как говорят, аутентичный, да? Именно вот это я хочу показать своему народу. Художник вдохновляется нахождением на природе, общением с близкими и своей родной землей. В картинах он пересказывает свой пережитый опыт и фрагменты из жизни, изображая их в стиле быта прошлых лет. По летним впечатлениям, нынче очень ягодное лето было, очень много земляники было. И после 6 литров, я, можно сказать, сам лично собрал. Ах ты. И по этим впечатлениям вот эта картина появилась. Авторская выставка предоставляет возможность увидеть произведения, которые годами находятся в мастерской, как и, впрочем, сам мастер. Единственная связь с зрителем – это выставки. В экспозиционном пространстве зрители увидят полюбившиеся и совершенно новые живописные произведения – сюжетно-тематические картины, завораживающие пейзажи, великолепный натюрморт и портреты самых дорогих и близких людей. Выставка продлится до 4 февраля и будет интересна всем ценителям и любителям искусства. Марферина Алексеева, Иван Царкаумов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.